Спасибо, дорогие друзья. Я очень рад, что рядом с вами, и рядом вы, рядом со мной, и я получаю от вас живую энергию. И от каждого я чувствую, что есть доброта. Каждый человек – это целитель. И поздравляю вас с первым международный конгресс оздоровительных практик в Узбекистане. Я очень люблю Узбекистан и люблю узбекский народ, люблю все народы из Средней Азии. Я мануальный терапевт и народный целитель, занимаюсь позвоночниками. Я позвоночник вправляю очень ювелирно и с гарантией. Если человек делает томографию, снимок, по снимку я могу все увидеть и сказать, излечимо или неизлечимо. Поэтому каждого человека надо уважать и не зря у него деньги брать и время тянуть. Надо сказать правильно и правду. Когда говоришь правду, твои дела идут вперед. А когда вы обманываете, дела ухудшаются. Самый опасный позвоночник здесь у нас, у каждого человека, это шейный отдел. С шейным отделом надо работать очень аккуратно и очень должны быть чувствительные пальцы. Если пальцы не чувствительные, вы не сможете работать с шейным отделом. У вас не получится. Вы это хотите или не хотите, может 20-30% у вас получится, но больше не получится. Потому что надо иметь очень чувствительные пальцы, когда работаете с шейным отделом. Плюс к этому я хорошо могу видеть ауру человека и чакру человека. Вот у каждого в зале я вижу, у каждого могу видеть живую энергетику, у каждого ауру вашу, у каждого могу видеть. И по ауре человека без рентгена можно определить, какой позвоночник у него поврежден. И по ауру можно определить его позвонок и можно лечить. Аура человека – это мощная энергия, она защищает человека, когда она хорошо работает, а когда она плохо работает, человек уже начинает болеть. У каждого целителя работает по своей дороге. Вот, например, я работаю по позвоночнику, я вправляю весь позвоночник ювелирно и с гарантией. Я не ошибаюсь, когда я вижу ауру человека, когда я вижу томографию человека. Здесь я ошибку не могу делать, здесь я работаю четко и с гарантией. У каждого человека есть свое направление. Например, кто-то работает с огнем, с Богом данным, кто-то работает с энергией, кто-то работает с телом человека. И у каждого человека есть живая энергия. Сердце человека, когда работает, человек работает в сердце, сердце крутит кровь, а когда крутит кровь, сердце человека это тот же гейс. Когда работает сердце, крутит кровь, у человека появляется энергия, живая энергия. У каждого человека это есть. И каждый человек это целитель. Каждый человек. Один простое доказательство, я могу сейчас вам показать, как у человека есть живая энергия. Все, что я знаю, все, что я добился в этой жизни, и все знания, и то, что я сейчас работаю, я благодарен своему учителю, доктору Тахири, потому что он меня поставил на ноги, он меня всему научил. И до сегодняшнего дня он меня поддерживает и учит. Я до сих пор ученик. Сейчас просто покажу один метод. Это тоже я научился у доктора, учителя своего. Один просто метод. Вот индикатор. Когда вы ставите его на пульсовую фазу, появится свет. Это есть доказательство, что сердце работает, кровь крутится, и у человека есть энергия, живая энергия. Вот это доказательство. Видите? Она горит. Это доказывает, что у человека есть живая энергия. И каждый человек это целитель. Когда мы сидим рядом с друг другом, или настоящий целитель работает с человеком, мы отдаем свою энергию, мы лечим энергией, любовью. А когда нет этой энергии, этой любовью, мы не можем лечить. Надо обязательно здесь иметь любовь. И не каждый человек может управлять этой живой энергией. Не каждый. Это дано только кому Богом дано и кто занимается в космосе.
Здесь в зале я очень знаю многих людей, которые занимаются в космосе. Иногда я их вижу там, они работают. Иногда они и меня видят, мы там встречаемся. Это и есть живая энергия, потому что душа – это тоже живая энергия. Я вижу очень хорошие сны и хочу рассказать о одном своем сне. Это доказали японские ученые. Это доказали. Человек, когда вот жена и муж спят вместе, потом в утробе жены, именно в 41 день вселяет душу. Именно в 41 день. До 40 дня это просто кусок мяса, можно выбросить, не грех. Но после 41 дня это уже живая душа. Кто делает в этот момент аборт, или то это большой грех, не надо делать. 41 день Бог вселяет душу. Вот эта душа, когда Бог вселяет, вот этот кусок мяса, когда она в утробе матери, превращается в 41 день в позвоночник. Это уже Бог вселяет живую энергию. Душа и есть живая энергия. Он вселяет, и этот кусок мяса превращается в позвоночник, в живую человека. Она начинает работать. И сердце работает. И появляется у человека энергия. И там же появляется аура и чакра человека. Именно в 41 день. Прошу, если в других этих передайте о том, чтобы в 41 день нельзя делать аборты, потому что мы очень обижаем самого Творца в этот день. Этого нельзя делать. Что я еще хочу сказать, что вот индикатор, можно одного может человека. А на картинку поставить, вот намекое дело, индикатор. Можно вас? Смотрите. Вот, смотрите. Вот живой человек. Вот мы забираем, он сейчас рядом со мной стоит, он забирает мою энергию, я забираю его энергию. Просто это доказательство, да, это один вещь. Каждый человек это целитель, каждый человек. Но не каждый может это управлять. Вот, например, мы это управляем, я 100% это управляю. И 100% могу видеть любую ауру человека. Это я могу доказать, если кто-то видит, он во мне это тоже может видеть. Вот доказательство что? Вот человек, мы ставим, вставайте руку. Нет, вот, ставим руку, смотрите, энергии нет, слабая. Видите, появилась. Он забирает энергию. Он тянет, забирает мою энергию. Вот каждый человек, он тоже целитель. Если он будет рядом с другим человеком сидеть, он забирает энергию. Просто он этого сам не знает. Мы помогаем друг другу, очень помогаем. Но сам этого не знаем, и не каждый может это управлять. А управляет тот, кто видит, тот, кто знает. Я и вижу видения, и вижу во сне свои вот эти видения. И вот так могу и доказать, и показать. И 100% я могу управлять любой позвоночник, когда я вижу его МРТ или КТ. Как телепат. Да, вот у нас вот мой друг вышел, мы в Узбекистане, наверное, вышли. Мы в Узбекистане тоже сейчас собираем открыть свою клинику. В Узбекистане мы собираемся открыть клинику. До того, чтобы мы его открыли, я готовлю своего ученика из Узбекистана. Он только вышел, он тоже узбек из Узбекистана, из Андижана. Дай Бог, в Узбекистане будет наш тоже ученик, и я буду гарантировать, он будет 100% лечить, как я. Потому что я буду его учить то, что я знаю. Потому что мой учитель учил меня то, что он знает. От меня не держит секретов. И от своих учеников я тоже не буду держать секретов. Спасибо вам. Спасибо вам. Удачи. Вы хотите открыть здесь? Дай Аллах, чтобы вам помог. Поможем. Пришло перерыв на обед. Все.